Папа фактически за пару месяцев поднимает там ураган по всем фронтам. Вот опять-таки это говорит о многом о характере. Он, насколько там было судебное разбирательство, не знаю, но ему, получается, ему удается записаться в приемник Фурцевой. Вообще, чтобы понимать, кто такая Фурцева, это вообще как греческая богиня там на Олимпе, понимаете? Она была в то время, 58-е годы, она была секретарем ЦК КПСС. Только в 60-м году она начинает иметь отношение к культуре, потому что ее назначают министром культуры в 60-м году, по-моему. И он добивается приема у Фурцевой и добивается справедливости. Эту коменданта, получается, что комендант общежития, в котором он жил во время экзаменов, написала донос, не донос, а заявление в ректорат, что такой-то, такой-то во время поступления дебоширил там, плохо себя вел, поэтому давайте мы его отчислим. Хотя уж более аккуратного человека, чем отец, который там жаждал поступить, и у него и в мыслях не было создавать какие-то проблемы. И вот он буквально за 2 месяца, с октября-ноября, остается декабрь, и там сессия январь, по-моему, он добивается восстановления, и этого коменданта смещают, и он буквально за 1,5 месяца догоняет программу и отлично заканчивает первое полугодие. То есть это вот опять-таки многое говорит о человеке. И любимая фраза отца была, он всегда мне ее вдалбливал: талант всегда найдет себе дорогу. Притом я относился к этой фразе настолько своеобразно, потому что мне казалось, что для этого надо быть талантом,